Hello, my dear friends! Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что ж, наконец настал этот день. В столице нашей республики начинаются первые международные интеллектуальные игры. Как же мы их ждали! И с сегодняшнего дня вы можете наблюдать за ходом масштабного мероприятия, смотря наши дневники каждый день. Готовить их будем мы, юные корреспонденты редакции детских программ НВК «Саха». Итак, что мы имеем? 12 мероприятий, 18 стран мира, 13 регионов России, 800 участников. Да уж впечатляет! И все они будут бороться за звание самого умного. А сейчас мы посмотрим, что происходило накануне этих игр. Итак, Да начнется история! Hello, Оля, здраво, привет. Такими словами мы сегодня встречаем участников международных интеллектуальных игр с разных стран. Первое место, которое увидели участники и гости интеллектуальных игр, это аэропорт. И уже там наша республика проявила свою гостеприимность. Наша съемочная команда встретила гостей из Сингапура, Словении, Мексики и Москвы. Оказалось, иностранные участники довольно хорошо знают о нашей республике, наслышаны о достояниях и даже знают несколько якутских слов. И мы с ними быстро нашли общий язык. What do you expect from this international game? So from this international game, I expect to meet a lot of people because we will be working with professors, with friends from all across the world on projects. So it's not just about like learning about the project, it's also about seeing how other people from other students from other countries, they work, how they study and how they live also. So it's like learning more about each other while we are doing a research project. What's you to be a participant this international game? So at first to meet new people and exchange experiences, to learn something and to learn something about Yakutsk, Yakutia and so on. Узнать много интересного, раз мы в таком интересном месте, в котором никто не был еще из нас. Tell me about your project. So I'm going to participate in the International Research School, and I would like to learn more about the diversity of lakes here and nature in general, and I'm really looking forward to it because the nature here is just fantastic. Начало положено. Все настроены только на успех. Каждый готов проявить себя и увидеть результат. Остается только выложиться на все 100, и пусть победит умнейший. Всем привет! Сегодня мы с вами будем проверять готовность всех объектов проведения международных интеллектуальных игр. Ну а начнем мы с общежития 9.1, где нас встретит Степан Ильич. Здравствуйте, Степан Ильич. Здравствуйте. Расскажите сначала, какая цель стояла перед вами? Первичной целью, конечно же, была организация благоприятных условий для проживания участников интеллектуальных игр. Цель полностью достигнута, общежитие готово для принятия гостей. А сколько ребят будет жить здесь? Тут будут проживать 316 участников, иностранных из них 222 из 13 стран. Большинство блоков состоят из 2 отсеков, в каждом из которых по 2 или 3 кровати. В ассортимент входит шкаф, тумба и полотенце на каждого человека. В каждой ванной комнате встроен вентиляционный канал, что на самом деле довольно удобно. Большинство олимпиад и конференций международных интеллектуальных игр будут проходить в Северо-Восточном федеральном университете, а особенно в корпусе факультетов естественных наук. При проведении международных интеллектуальных игр задействовано всего 9 объектов СУФУ. Это получается 2 объекта проживания и 4 объекта проведения, а также объекты питания, 3 объекта питания. Согласно по питанию мы должны здесь обслужить 259 участников международных интеллектуальных игр. Ну, из них 100 человек это будут представлять иностранные государства. Ну, в том числе Гонконг, Сингапур, Италия, Мексика, Турция, Белоруссия, Кыргызстан и наши страны, то есть российские. Ну, можно будет сказать, что на сегодняшний день мы готовы полностью к встрече участников международных интеллектуальных игр. Итак, мы с вами убедились в готовности объектов проведения международных интеллектуальных игр. Всем участникам кучу позитивных волн и эмоций. Елизавета Емельянова, Владимир Павлов, Александр Слепцов специально для дневников игр.
масштабное мероприятие, так это волонтер. Волонтер станет для вас лучшим другом, братом и сестрой. На первых международных интеллектуальных играх у каждого своя задача. Кто-то будет яростно защищать свои проекты, кто-то должен честно и непредвзято судить. Но у волонтеров главной задачей является безвозмездная помощь. Для этого было отобрано около 400 бравых ребят. Конкурс среди желающих начался еще в начале апреля и закончился в конце мая. При отборе учитывались как личное качество добровольца, так и знание языков. Ну а руководит всеми ими отец всех волонтеров Айлан Винокуров. Всего у нас направлений 5. Это волонтер-атташе, которые сопровождают, волонтер объектов проведения МИ, то есть которые работают на объектах проведения, да? Волонтеры проживания, соответственно, будут работать, где будут проживать наши участники, и волонтеры объектов питания. И 5-е направление – это у нас пресс-центр. Ребята будут помогать в работе пресс-центра. Перед тем, как ребята приступят к своей основной работе, они должны пройти специальное обучение на знание основ добровольческой деятельности и тренинги, что, собственно, сейчас у них происходит. Ребята сейчас играют в группе ВПА, где всего один проигравший. Сейчас мы возьмем интервью этого проигравшего. Ты проиграл, да? Каково это быть проигравшим? Нормально для волонтера. Нормально для волонтера. Не обидно? Не обидно. Ребят из Южно-Сахалинска приятно удивила наша жаркая летняя погода, ведь если сравнивать, у них на данный момент всего лишь около 15 градусов тепла. Здесь у нас жарко. И, хороший, красивый город, природа как красиво, все круто, все здорово. Ожидаю получить опыт международного класса и найти новых друзей, знакомых. Секрет прост, нужно быть, мне кажется, дружелюбным, общительным, то есть открытым человеком, которому никто не побоится подойти, попросить какой-то совет или что-то спросить. То есть не быть закрытым в себе. Я являюсь атташе Сингапура. То есть у тебя очень классный английский? Уровень английского я не могу сказать, что он классный, но я надеюсь, что на этом мероприятии я разовью свой уровень английского. Поучаствовать в таких мероприятиях, как МИИ, это очень большая честь. Там набирается очень большой опыт. Здесь все добровольцы, работающие сердцем, люди с искренней и открытой душой, готовые прийти на помощь каждому. Светлана Владимирова, Александр Слепцов, специально для дневников международных интеллектуальных игр. На базе Малой академии наук Республики Саха-Якутия в село Чапаево открылась международная интеллектуальная школа. В этом году в ней будут принимать участие 114 ребят из 18 стран мира. В течение 10 дней юным исследователям дается возможность заняться выбранной ими темой, поработать с инновационным лабораторным оборудованием. Вся работа будет проводиться на английском языке. Ребята, помимо участия в исследовательской работе, здесь найдут единомышленников и друзей из разных стран мира. Я ожидаю в целом то, что школа даст новый импульс какого-то сотрудничества и развития как ребят, так и вот этих молодых ученых, которые с ними работают, так и я думаю, что мы продолжим и усилим вот это международное сотрудничество России и Якутии конкретно для того, чтобы якутские ребята в первую очередь открывали для себя мир, не только выезжая куда-то в другие страны, это тоже важно, но и принимая у себя очень разные культуры. Под конец участники собрались в круг под 18 флагами стран мира и станцевали осохой. Issekh is the most popular and beloved Yakutian holiday. At Midsummer Day, Sakha people celebrate New Year. Issekh is a traditional holiday of Sakha people that represents summer coming, nature awakening. It means unity of nation strength and will for creating well-being and abundance. At Uskhatim Place, 4 Guinness World Records were taken in order. The most massive homeless playing, a Sohai dance, hummus drinking, and biggest crowd dressed in national clothes. One of the most mysterious and sacred moments of Issekh is the sun meeting rite. Every person braces as one and listens to the augury of the white shaman and raises hands to the sun to receive the energy. No doubt, Issekh is a national heritage because it is unite all Yakutian people together. До встречи завтра в 9:00. Пока!